Сегодня я приехал в Сеул. Так, сейчас получше точку попробуем поискать. Приехал в Сеул по делам. Ну ладно, пока так. Ухудут, включайтесь, не стесняйтесь. Сегодня я, наверное, недолго буду в стриме. Ну, посмотрим. Еще просто кое-куда собираюсь съездить. Главное, насколько хорошо звук работает. Сегодня у меня две темы, о которых я хочу поговорить. Зашибись, тут метро слышно. Надеюсь, нормально, не слишком громко. Хойрхун харжевая на стрим. Зану ходут иркты на стрим характы. Так, напишите, пожалуйста, в комментариях насчет звука. Если слишком шумно, то я, может быть, передвинусь куда-нибудь вместе с телефоном. Просто пока ходишь, качество сигнала начинает теряться. Днем, видимо, не особо люди готовы смотреть стримы. Сейчас 2 часа дня, да, получается, в Улан-Удэ. Ну, худут, ну что-нибудь напишите, комментарий какой-нибудь, как слышно меня вообще или нет. По картинке, наверное, видели, да, что Баирма Роднаева, один из главных пропагандистов Бурятии, посыпалась, поплыла, можно сказать. Ну, понимает. Ну ладно, к этому чуть попозже вернусь. Ну, худут, пишите, пожалуйста, комментарии по поводу звука. Это очень важно. А то можно час проговорить, а у тебя, оказывается, звука не было. Так, что-то может быть с комментариями. Угу. Или что, это все зашли эти? Какие-то сотрудники? Зану ходит. Ну что, начинаем тогда, получается. Всем слышно, всем видно. Ну-ка, час. Все империи рано или поздно разваливаются, а каждый народ должен жить на своих исторических землях. Нормально. Ну ладно, худут. Начинаем. Смотрите, почему-то вот мой этот стрим, вчерашние мои публикации, да, в вкладке сообщества, ну, такую неоднозначную реакцию вызвали. Некоторые пишут мне в том, что я, получается, как-то действую против, ну, вот этой так называемой оппозиции, разваливаю и так далее. Но смотрите, ну, худут. Если действительно эти люди вот действуют так, как они на самом деле считают, они не тормозят более решительные действия, то, конечно, ну и вообще в целом они какую-то более правильную точку зрения занимают, чем я. Я, конечно, готов буду потом извиниться, когда все понятно будет, сказать, вот я был неправ. Это, ну, короче, я был неправ, у меня неправильная позиция. Но на данный момент, как я это вижу и считаю, что я все правильно делаю, я, видите, никак не вижу, я вчера это тоже в интервью говорил, я не вижу, чтобы Россия смогла измениться. И чтобы... Вот для чего вообще я вот именно вот эта вот независимость, да, говорю об этом? Понимаете? Ну, пройдет там какое-то время, допустим, да, вот сторонники этой настоящей федерализации. Вот, они, допустим, не допустят, чтобы народ поддержал независимость. Они будут говорить, ну, давайте дадим шанс. Вот, настоящей федерализации все получится, сейчас все будет по-другому.
Но я в это просто не верю. Я не верю, что Россия может измениться. Она никогда не менялась, по большому счету. Вот все 500 лет никак не меняется. Это в первую очередь из-за крепостного права. Ну, тут все слишком очевидно, все слишком понятно. Почему это, да, происходит? Потому что, смотрите, в 90-х годах, я вот сегодня как раз-таки материал читал, не произвели иллюстрацию. В этом конкретные люди виноваты. Я сегодня даже еще прочитал воспоминания этого... Сейчас метро проедет. Нормально слышно вообще? Перекрикивать неохота. Воспоминания Шендеровича об этом. То, что в 90-х годах они, вот эти вот активисты тех годов, да, ну, в общем-то, они такую позицию занимали, типа, ну, мы же не КГБ, мы не будем действовать как они, мы не будем их преследовать, мы не будем делать никакой иллюстрации. И то есть те люди, которые занимали важные посты в КГБ, в правительстве и так далее, то есть они остались все на своих местах. В общем-то, я считаю, что те люди, которые в 90-х годах ничего не сделали для того, чтобы обезопасить в первую очередь самих себя, они просто дураки. Ну, просто идиоты настоящие. То есть они тоже верили, что вот мы демократическими какими-то методами создали этот мемориал сообщества, который сейчас разогнали. Ну, просто это бараны, я вот считаю, реально бараны. Как и вот нынешних вот этих, которые за федерализацию. Ну уж извините, но я считаю, что это просто идиоты. Чего они хотят? Какая настоящая федерализация? На время дадут какое-то вам. Вот те же люди останутся, да, допустим, в МВД, ФСБ, не расформируют эти организации. Ну, может, переназовут опять, да. Потом через некоторое время опять начнут всех цеплять, опять начнут какую-то войну, опять начнут искать всяких там врагов народа, иноагентов и так далее. То есть на эти грабли наступать, я считаю, что это полный бред. Зачем вообще этим заниматься тогда? Сиди молча тогда и все. Просто настолько не знать свою собственную историю, да, своей страны, что, ну, быть опять каким-то идиотом. Тем более, смотрите, вот этот вот подход, да, к сожалению, это не та страна, это же не европейская страна, это не Америка, где вот какие-то ваши мысли, теории, да, по поводу того, что можно вот так каким-то гуманитарным путем все поменять, оно там подкрепляется тем, что за этих конкретных активистов, людей выйдут толпы просто, миллионы на улицу выйдут, да, ну сотни тысяч. И их буду слушать в правительстве, потому что люди за ними стоят. У нас же такой ситуации-то не будет точно, потому что это совершенно другая страна. То есть надо понимать эту страну в принципе, менталитет этих людей. То есть здесь надо действовать очень решительно, быстро, отстранять от власти, иллюстрировать всех этих вот, кто сейчас виновен, причастен. То есть такого, да, вот, что как-то все само по себе, какими-то такими либеральными, мягкими методами говорить о том, что вот мы не будем такими, как они и так далее, наступать опять на те же грабли, я считаю, это вообще просто недопустимо. Они просто через некоторое время, чувственность, как и любой преступник, они будут опять совершать то же самое. И более того, они будут презирать вот этих вот людей и вообще тот же народ, они будут думать, ну это просто такие бараны, идиоты, что с ними по-другому нельзя. А как, согласитесь, как относиться к идиотам, которые каждый раз наступают на те же грабли и потом плачутся, и потом какие-то посты пишут? Я считаю, что если что-то делать, то делать, если нет, то нахрен это вообще все надо, просто своей жизнью жить. И все, то есть заканчивать со своей прошлой жизнью и полностью переключаться на новую жизнь. То есть я не сторонник того, что, знаете, приехать в Бурятию, оставить все как есть, и затем через некоторое время, да, там через какое-то время опять куда-то там бежать или еще что-то делать. То есть либо у нас нормальное общество будет, либо нахрен все тогда. Вот я как бы вот короче, такая точка зрения у меня. Зачем опять притворяться? Вот зачем опять быть какими-то дураками, да, когда очередной какой-то тиран придет вместо Путина
Вся та же команда, все те же люди, которые поддерживали Путина, там будут так же и сидеть. И все, и они начнут опять завинчивать гайки, начнут опять искать каких-то врагов, начнут готовиться к войне, начнут конституцию менять и так далее. Ну нахрен все это надо-то? Каждый раз на одни и те же грабли, как идиоты. Поэтому я и считаю, что специально создают удобную оппозицию, которая вот как раз будет там про вот эти вот все вещи говорить. Ну просто, знаете, мне кажется, это настолько логично. И больше всего, знаете, мне пишут люди, ну, которые поддерживают там Гармажапова, которые не хотят независимости. Я тогда думаю, а зачем вы вообще тогда смотрите все это, пишете? Если вы не хотите независимости, если вы все хотите оставить так, как есть, то вообще зачем что-то делать? Просто ничего не делайте и ждите, и все. Ну, то есть для вас вообще ничего не изменится, не поменяется. Сидите также на своей заднице ровно, и все. И просто терпите все. Если вашего мужа, сына отправляют на войну, значит, вы поддержали это, значит, так надо. Если ваше материальное благополучие меняется в худшую сторону, значит, вы это заслужили. Потому что вы ничего не делали для того, чтобы ситуация изменилась. Ну, просто зачем тогда что-то писать, что-то там кого-то поддерживать вообще? Вот эти ребята, они за настоящую федерализацию, как они говорят. Фотоются там с Миловым, с Ходорковским. Мне какое-то говно пишут, да? Ну, в смысле, не они, их типа сторонники. Ребята, если вы за настоящую федерализацию, которой быть не может, то просто не делайте ничего. Вот вам рецепт. Не надо делать вообще ничего. То есть это и без вас, и без вашего участия все так и останется. Я верю только в то, что, обретя независимость, мы сможем уже сами решать так, как нам жить. И будет все целиком и полностью зависеть от нашего решения. На каком-то первоначальном этапе, конечно, это надо будет, чтобы вот эти реформы провела, но под контролем какая-то группа, которая, ну, лучше понимает. Потому что, ну, к сожалению, почему-то так получается, большинство населения, ну, какие-то, не знаю, то ли легковерные, то ли как еще назвать. Короче, у них как-то все плохо с мышлением, с памятью. То есть они ничего не понимают и понимать не хотят. Живут как какой-то своей жизнью там и так далее. Такой сегодня оживленный день. Сегодня же суббота. Ну, тем более я в Сеуле. Кстати, очень красиво сейчас на улице. Все желтеет. Осень начинается. Так, ну Худут. Метро проехало. И еще... Так, сейчас я почитаю, что там комментарии. МНД, СМБНА, СН. Язык также используют как средство разделения бурят, смещает фокус внимания. Ну да, согласен. То есть, видите, некоторые люди такие наивные пишут, вот там, неужели курумканские там якобы хотят, чтобы язык не изучали? Ну, конечно, нет. Что там в Ходинском районе, что даже в этом Турунтаево, что в Курумканском, конечно, нет, это никакие не родители туда приходят, это просто ФСБ закидывают такие вот вбросы просто. Ну, может быть, они, конечно, кого-то используют, там, местных сотрудников и так далее, якобы от лица трудящихся. Почему вот эти вот какие-то простые элементарные истины даже люди не понимают и сидят, как вот, не знаю, как будто вчера родились? Это вообще настолько глупо, это же было все в Советском Союзе точно так же. По просьбам трудящихся и так далее. Это вот настолько все-таки у нас какой-то либо тупой народ, либо еще что-то, я не могу даже понять, как простые какие-то аналогии не будут провести. Ну, видимо, знаете, как получилось? Все-таки, когда расстреливали, да, либо так запугали народ, либо расстреляли, действительно, лучших расстреляли. И сейчас такая ситуация, что поддерживают войну и так далее, даже вот просто подумать не могут.
Вот это, сейчас я перейду к ней, пропагандистка наша, да, Байырма Роднаева. Это сколько лет она уже, там лет 30-40 на этом БГТРК сидит. Пишет, вот они защищают нашу родную Бурятию в Украине. От кого защищают? Там 6 тысяч километров. Кто туда через всю Россию к нам в Бурятию придет из Украины? Это просто настолько смешно и бредово. И она сама, видимо, в это верит. Но при этом, ну вот, я заставку поставил, да, картинку эту. Переходим к ней. Она все-таки понимает, что происходит, что язык хотят лишить языка нас, чтобы в школах не изучали бурятский язык. Она все-таки это понимает своим тупым умом. Но при этом тут же пишет, боится, да, что ни глава, ни правительство, никто не виноват. Вот она даже не может понять, да, конечно, они все виноваты, и глава, и правительство, и все эти вот чиновники гребаные в Минобразовании, и сама она в первую очередь виновата, потому что поддерживает этот режим, там работает на телеке, призывает людей идти на войну, разделяет эту войну, и она виновата и в смертях вот этих вот ребят, да, которые ушли, потому что она пропагандирует, и в том, что язык утрачивается, да, то есть запрещать его будут. И в том, что, возможно, республику расформируют и другие республики. Вот. Сидит и еще как бы... ну, что ей делать уже полностью в этом дерьме. Но, ну, я и написал комментарий, конечно. Вы будете все осуждены, будете нести ответственность перед историей, перед своим народом. Ну, а что я еще скажу? Выбрала сама сознательно такой путь. Ну, видимо, как бы не хочет в глубине души. Но это участь раба, который... Смотрели этот фильм Тарантино? Помните этот... Так, там, где про рабство. Блин, у меня с памятью все-таки плохо. Джанго освобожденный. Помните, там был... Получается, слуга, который своих же ненавидел, своих же черных ненавидел. Вот это вот эти вот наши эти коллаборанты этих напоминают, которые, ну, у Байырмы Роднаевой, по крайней мере, хоть чуть-чуть какое-то там просветление, видимо, бывает порой, что все-таки она бурятка, понимает, что сама говорит на бурятском, естественно, так как бурятская передача ведет. Что вот к чему идет-то все. Ну, не совсем тупая все-таки. У меня аж от злости, которая горит в глазах, аж потемнело внутри. Ладно, не надо так нервничать все-таки. Аж разнервничался реально. Как будто это такое состояние аж невесомости. Ну, такая история, короче. То есть будут они нести ответственность в будущем, обязательно их надо всех люстрировать, потому что без вот этой вот люстрации, да, мы будем просто сидеть, ну, в том же дерьме и окажемся через какое-то время. И эти же люди будут опять нам что-то там указывать, говорить нормальным, адекватным людям. Но очень здорово, конечно, что такие люди, как Геннадий, такие люди самоотверженные, храбрые, честные, при этом обладают хорошим словарным запасом, умеют красиво высказываться, появляются и, более того, рискуют жить своей жизнью, да, чтобы действительно, ну, показать, что буряты не все такие, как бы, безвольные, которых так легко ввести в заблуждение, которые, к сожалению, идут на эту преступную войну. Такие люди есть, и это очень здорово, и я думаю, в будущем, конечно, такие люди займут достойное место среди, ну, уважаемых людей, да, в Бурятии. Ну, в общем, вы мою точку зрения, я думаю, вы поняли, что я придерживаюсь только идеи независимости, и это, я считаю, единственная достойная вообще задача. А то, что какую-то настоящую федерализацию, все это на время, все это ерунда, все это обман, все это худлар, короче, все это будет не по-настоящему. Через какое-то время, вот так же, как вот этих вот дураков из мемориала, как вот этих вот дураков из, получается, ну, таких как, ну, как вот там, Жванецкий, да, ой, то есть не Жванецкий,
Сегодня о нем говорил. Ну, всех этих активистов, старых пердунов, да, в нынешнее время. Их просто так же опять вышвырнут всех за границу, и все. И что толку-то было? В чем вообще весь их труд, их жизни? Вот они помогли развалить Советский Союз, но не смогли ничего дальше-то сделать. И что, и в той же тюрьме опять народ оказался. Раз они интеллектуальные люди, да, то надо было брать на себя ответственность, поступать жестче, провести эту иллюстрацию. Этот суд был над КПСС, который в итоге ничего не решил. Они опять-таки испугались, потому что это гребаные эти советские люди всего боятся. Они так и боялись, там сидели. То есть решительно надо было действовать. Они, ну, там написано, ходили по кабинетам, что-то, им там уже вот эти вот недовольные чиновники говорили: ой, да не надо, все. И сами они были какие-то вафли вообще. То есть мы не будем поступать как они, мы будем выше их, мы их не будем судить. Но это просто вот имбецилы, бараны настоящие. Вот корчат из себя таких умных людей. Но по сути-то это вот внутри трусливые люди, по сути-то. Но с другой стороны, я понимаю, они столько лет прожили в этом Советском Союзе, они всегда боялись, вдруг придут за ними. Я понимаю, это страх животных, да. Ну, понимаю их состояние, вернее, потому что все-таки, когда я... Видите, в чем вообще наше отличие нашего поколения? Наше детство, подростковый возраст прошли в 90-х годах, когда вот это вот якобы свобода была, поэтому у нас другое вообще мировоззрение, в отличие, наверное, от других поколений. А эти люди просто запуганные, зашуганные. Всю жизнь они в этом жили, в страхе, что за ними придут, расстреляют, что семью и так далее уничтожат. И поэтому я вот, глядя на вот этих людей, которые говорят о какой-то там настоящей федерализации, я просто думаю, они либо идиоты, либо они подкуплены. Я просто не могу их понять. Неужели они не понимают последствий? Ну да, вот якобы будет, да, на год, на два это настоящая федерализация, что-то там чуть побольше денег дадут, да, в Бурятию, может даже Цыденова снимут, да, какого-то другого поставят. Но потом опять начнется закручивание, потом скажут: ну все, молчать, вы выбрали этот путь, все, у нас тут идет восстановление, вставание с колен и так далее, все. В общем-то, ребята, вы вообще кто такие, скажут. Те же будут сидеть в руководстве, в мусорке, ФСБ, все те же люди останутся. Поэтому единственный путь — это путь независимости, и все. Сколько можно быть просто какими-то, вот не знаю, какими-то задроченными, какими-то покоренными и так далее. Ну сколько можно позволять над собой так издеваться? Добровольно причем. Я вот вчера тоже в интервью все это высказал журналистке. Я говорю, я не верю уже в эту историю. Я говорю, причем мы вообще разные народы. Мы никакого отношения вообще к русскому народу не имеем. Какого черта мы вообще в этом составе находимся, этого государства? Я говорю, вот у нас есть наши братья-монголы, да. То есть вот действительно у нас язык один, все одинаковое, да. Ну, конечно, там немного другие эти диалекты, да, но тем не менее, по сути, ты туда приедешь, ты там не пропадешь. Нормально. Сейчас я, кстати, был в этой монгольской кухне. Атмосфера вообще классная такая. Реально Монголию захотелось обратно. Еще там монголы сидели. Ну, вот это все, атмосфера такая классная, короче. Я считаю, что все равно, когда все это рухнет, восстановится, у нас взаимное притяжение будет огромное. Границу отменить, и пускай и они к нам, мы к ним будем туда ездить, чтобы, ну, как это наше логическое просто вообще существование. Все равно, по большому счету, мы все один народ, уж точно это все. Да, мы, конечно, оторваны были от этого монгольского мира, как и те, кто в Китае живут, но когда-то все равно наше воссоединение будет. Но это логично просто. С какого черта мы вообще должны в русском государстве жить? Это вообще такой бред на самом деле. Ладно, что-то у меня от злости прям все внутри там кипит, аж голова аж прям закружилась. Надо как-то свои нервы контролировать. Какая позиция это? Фри Бурятия, что ли? Сидят дурачки за бугром и обсасывают украинцев и русских либералов.
Срать они хотели на свой народ. Ну да, Бурядар Хорыш. Ныза мыдным мане бурят хылын тигет ордор дугурны. Влада какая-то там мне пишет, надо ее заблокировать. Почему-то не могу. Ну ладно. Бурят Хулун Биагат, почему-то. Биагат, может. Бурядар Зувылыш. Я хотел бы с тобой посоветоваться, когда я учился в школе, меня часто травили по национальному признаку со стороны. Так. Ладно, это тут какой-то этот. Сами буряты несут с собой русский мир, от этого надо избавляться. Ну да. Баир тон зуб хылыныш. Зуб да зуб баир. За. Ну, поэтому я бы, конечно, хотел посоветоваться вообще с другими активистами по поводу того, ну, которые за независимость, конечно, по поводу того, что стоит ли пытаться как-то объединяться. Ну, я просто, видите, сразу же, как объединяться с людьми, которые против независимости. Они же, если приедут, ну, в Бурятию, будут, мы сразу разные точки зрения займем. То есть я считаю, что здесь не может быть разных точек зрения. Здесь только одна может быть независимость, а там уже разберемся. Поэтому я и готов объединяться и с Низовкиной, там, и с БНД, и даже с Зуртаном, да, несмотря вот на то, что там про него какие-то слухи ходят и так далее. Но он за независимость, понимаете? А эти нет. И как с ними, насчет чего там разговаривать-то, я не понимаю. О чем обсуждать, если у нас сразу будет вот главное несоответствие. Просто, ну, мне как человек, который вот все это видит, я считаю, все правильно я вижу. Я просто не понимаю, либо они дураки, что вот не знают эту историю, да, что все равно вот это вас Московия все равно обманет, как в 90-х было. Вот они сейчас вот все уехали уже престарелые, да, пердуны эти, Шендерович и так далее. И вот, ну чё, какое-то время могли там пожить, бухтели, да, там против Путина, что он все заново повторяет. И чё в итоге? Опять все за границу свалили. Опять вот все мы диссиденты и так далее, да. Ну, в смысле, они не могли в 90-х, когда был шанс что-то изменить. А теперь сидят, вот мы такие страдальцы, блин. Тот же Сакуров сидит. Ну, так действовать надо было. Ну, видимо, на тот момент они не могли. Не знаю. Просто, видимо, не дало их вот это вот совковое воспитание, видимо, жизни в страхе. С одной стороны, конечно, их жалко, да, так по-человечески, что в страхе всю жизнь прожили и в страхе уехали. Так никогда и не были гражданами своей страны, получается. Ну, поэтому я не знаю даже. Видите, наша проблема-то не в том, что Россия ведет войны. Наша проблема в том, что мы в составе этой страны. Вот в чем наша главная проблема. Не были бы мы в составе этой страны, как Казахстан, там, да, Монголия. Да, конечно, они давят на них, но тем не менее это независимое государство. Нас бы не отправляли на эту войну. Нас бы никто бы, знаете, не лишал языка, нашей идентичности. Никто бы нами там не руководил, не указывал, что делать. Конечно, они пытаются, я понимаю, воздействовать там и на Монголию, и на Казахстан, и на Беларусь, и на всех вообще. Но, тем не менее, они же независимые государства, и Монголия независимая. При всем своем сложном положении они все равно независимые государства остаются. Поэтому не было бы у нас проблем, если бы мы не были бы в составе этой дурацкой страны. Вот причина-то всего. А то, что выступать против войны, ну как мы можем остановить эту войну 460 тысяч бурят? Что мы можем сделать? Как мы можем остановить войну бурят? Я не понимаю. От нас это точно не зависит.
Это если русский народ восстанет весь, но он не восстанет, потому что это такой народ. И что вот мы, кучка бурятов, да, сможем как-то перевоспитать вот эту всю огромную страну, что ли? От нас же все равно ничего не будет зависеть. У нас только один шанс самим просто выйти оттуда и все. И, конечно же, чтобы все коренные народы вышли. А так как-то влиять мы, буряты, никогда не сможем влиять на вот этого вот монстра. Нам просто самим отойти и усилять свою оборону, чтобы к нам никто не пришел с захватническими целями. Ну, просто, я думаю, надо это просто же понимать. А так, знаете, сам себя обманывать, что... Ну, зачем вообще, зачем самообманом заниматься, я не понимаю. То есть, как там один деятель, да, говорил, ну, хотя бы выторговать себе, типа, немножко больше, как там, не знаю, Татарстан там или еще кто-то, да, в свое время. Ну, а какой смысл-то, если в конечном итоге все к одному и придет? Опять новая какая-то захватническая война, опять будут наши там уже внуки, да, умирать на этой войне. Опять слезы, кровопролитие. Кому это нужно? Кому нужно вот так вот постоянные вот эти вот захватнические российские войны, русские войны? У них просто одна стратегия с тех пор, как они начали расширяться. Просто идем, все захватываем, а там будем ли развивать эти территории или нет? Ну, конечно, нет. Тем более захват, конечно, не мирный, уничтожает население. И если говорить о тех людях, кто виноват, ну, понятно, это то поколение в 90-х в Москве, которые, я не знаю, перед какими-то урками, да, этими КГБшниками, решили строить из себя, не знаю, каких-то таких интеллигентов, да, в белом пальто ходить перед ними. Типа, вот, мы вас не будем наказывать, мы выше всего этого, так что мы не будем никакую иллюстрацию делать, не будем суд над КПСС делать. Все, мы вас прощаем. Вы думаете, вот эти вот сотрудники, они нуждались в каком-то прощении? Они просто подумали, ну это же бараны. То есть мы их бьем, да, а они вместо того, чтобы как-то защищаться, они говорят, мы вас прощаем. Но, к сожалению, это вот воспитано было поколение так. Они привыкли быть жертвами и ну, не могут по-другому. Ну, это уже, знаете, какой-то садомазохизм, что-то вот из этой области. Нет никакого человеческого достоинства к себе, уважения к себе нету. Ну, они привыкли терпеть это, но я считаю, что нельзя это терпеть. Ну, быть вечной какой-то жертвой, там, обиженным каким-то. Неспособным, знаете, себя защитить, неспособным элементарно себя даже защитить. Ну, это же просто какое-то дерьмо, а не человек, если уж так взять. Такие дела. Так, что-то комментариев нету особо. Настоящая федерализация, что это такое, если даже было бы что-то, что это даст бурятским народам, все равно через некоторое время вы исчезнете, вас спасет только независимость и самостоятельность. Ну да, я про это весь эфир и говорю. Только это нас и спасет. Независимость, самостоятельность и тесная связь с Монголией, ну и с Саха, с тувинцами, с калмыками. Я не знаю, как мы будем там через такое пространство, но каким-то образом надо тоже взаимодействовать. Мне кажется, им надо как-то все равно локацию поменять, что ли. Не знаю, это их дело тоже. Просто им там вообще сложно будет. С вами нам всем свободно. Такие дела, такие дела. Поэтому сейчас на данный момент я как-то не вижу, чтобы говорить о федерализации, тем более я не вижу этого. У нас не та ситуация совершенно, чем в Европе. Там нет же демократии, да и не было никогда.
И знаете, вот это вот та же Байырма Роднаева, да. Ну, в общем-то, человек уже в возрасте, наверное, под 70, ну, как минимум за 60. Вроде себя телевидению посвятила. Видимо, придерживается какой-то такой вот прогосударственной политики, наверное, верила в этот Советский Союз и так далее. Но, видите, под конец жизни, не знаю, до нее доходит вообще или нет, что вот она своими руками, поддерживая на пропагандистском фронте все решения главы вот этого Цыденова, да, все решения Путина, она своими руками губит бурятский язык и республику. Неужели она не помнит, как Агинский, да, отрезали, как Усть-Орду? Я это все написал ей там в комментарии. Посмотрим, ответит или нет. Либо там заяву на меня напишет. Ну, пускай. Но, по крайней мере, я ей сказал все как есть. Надеюсь, она осознает все это, что жизнь потрачена не туда. Осознает она это или нет? В глобальном плане. Может быть, конечно, какие-то там были достижения и так далее. Но, опять-таки, знаете, всю жизнь сидеть там на одном месте, там же вроде тоже какая-то клановость и так далее. Хрен попадешь туда. Еще с советских времен такая история. Ну а зачем? Чтобы поддерживать вот этот режим, что ли? К сожалению, это, видите, такие вот тоже рабы, которые рады своему рабству, еще готовы так выслуживаться перед этим режимом. Ужас, конечно. Когда есть возможность, да, куда-то уехать или, не знаю, заняться сольным каким-то проектом, давным-давно можно было уйти из этого телевидения и на Ютубе что-то делать. Ну, не связываться. По крайней мере, когда война началась. Не топить за войну. Руки в крови, понимаете, у них. Да, они сами не убивали, но они отправляли людей на войну. У них руки в крови, что у главы, что у всех тех, кто поддерживал войну. В крови, в украинской крови, в бурятской крови. Потому что на бойню отправляли людей. И вот эти боты, они думают, что мы просто там пишем, да, комментарии, работаем, но вы тоже причастны к смертям, ну и мусора, естественно. Есть шанс уволиться, есть шанс уйти из системы, уехать, загаситься где-нибудь в деревне. Но раз вы поддерживаете, у вас руки в крови. С этим жить придется. И я верю в это, что придет время и иллюстрация будет. Такие дела у них идут. Люди, никогда не жившие свободно, без унижений, из поколения в поколение, впитавшие с молоком матери страх, покорность, раболепие, смиренность, просто боятся другой свободы. Ну да. Что-то я не понял. Если не хочешь Сибирь, тогда возвращайся и веди партизанскую войну. Я веду информационную борьбу. Я же говорил об этом. Ну вот, Александр, почему вы сами здесь только пишете комментарии? Ведите партизанскую войну в Бурятии. Да, сегодня что-то я перенервничал. Надо завязывать, так злиться. Так нервничать. За ног идут. Наверное, закончу я стрим, потому что собираюсь куда еще съездить. В целом, я же рассказывал, ходил, анализы сдавал, все. Сейчас уже 3-й раз сходил. К счастью, потому что я пил таблетки и сидел на диете, получается. Ну, отказываюсь от сладкого, от мучного, жареного, ну, такого всего, понимаете сами. Все-таки у меня сейчас состояние, крови улучшается, лучшие результаты, поэтому вот такие у меня все-таки позитивные новости. А то
как бы и так. Ну ладно, об этом не будем, да. Я с другой стороны баррикады. Ну, если вы с другой стороны баррикады, ответьте, за что воюет вообще Рашка там в Украине? Почему они своих русских людей там убивают? Почему в 2014 году они аннексировали Крым, захватили вот этот вот Донбасс, хотя никто там не просил? Зачем в Афганистане столько людей убили, вот этих афганцев? Зачем Чечне, которая хотела свободу, уничтожили просто весь этот Грозный, столько чеченцев положили, да и своих русских? Зачем все это было? Только ради вот этих имперских амбиций? Не хотели давать свободу Чечне? Прекрасно, когда не зависишь от воровской лживой Москвы, от нацистского русизма, непосредственно участвуешь в жизни, в экономике суверенной независимой Бурятии, светлое будущее без быдлячей Раши. Урлавеева. Да, согласен с Чингисом по поводу этого. Это что-то Александр раз сразу же сдулся. Еще и комментарий удалил, что типа я с другой стороны. Какой-то трусливый. Ну что, про Афганистан будем отвечать? Нет? Ради мира на земле. То есть мы убиваем людей, да? То есть вы убиваете людей в Афганистане, в Чечне, в Грузии ради мира на земле, да? Все по Оруэллу, да? Мир — это война, война — это мир. Да потому что этот режим, и, к сожалению, русский народ очень угнетен, из-за этого он кровожадный. Потому что сами не хотят жить, и людям не дают. Покаяться бы русскому народу перед всем миром, перед всеми, кого они уничтожали, убивали, насиловали, пытали, жгли, перед украинцами в первую очередь, ну, перед всеми коренными народами. Тогда бы началось вот это вот какое-то исцеление русского народа. А так, пока они не могут измениться, покаяться, такая карма плохая будет. Все равно надо же принять когда-то эту правду и начать меняться, начать жить наконец-то нормально, а не так, что, знаете, от войны до войны тоже их сколько умирает. Но это не наша уже проблема. Они сами хотят так жить, к сожалению. Александр А. Шлюха конторская, вали в Украину. Слабо. Ты победишь и будешь иллюстрировать. Ну, не я конкретно, конечно, но я сторонник всего этого. Это обязательно надо провести, чтобы вот эти все, кто сейчас посты какие-то занимает, чтобы они были, ну, отсидели и уволены были. Ехал Ваньку убивать, а его убили, плачет, хочет денег его мать. Что творится в мире, непонятно и за что, по какой причине, ведь он ехал убивать, а его убили. Типа какой-то этот, что ли, стих. Сейчас метро проедет, прочитаю комментарий еще один. Если трусость нынешних отцов называют осторожностью, обязательно наступит время, когда рабство детей назовут преданностью. Д. Дудаев. Да, согласен. Так и произошло. То поколение, видите, которое было трусливым, вот все эти Шендеровичи и так далее, да, этот мемориал, не довели дело. И сейчас вот это молодое поколение из-за них умирает в этой войне. И умирают украинцы. И умирают наши буряты, причем. Самое вот ужасное в этой ситуации. Мы тут при чем вообще в этом конфликте, я не понимаю. Да, тут проблема в том, что русских либералов вообще не волнует судьба других народов. Они за год-два войны что-то говорили вообще о других. Ну да. Ой, этот пишет, чем ты лучше. Ну просто на силу надо отвечать силой, а не, знаете, вот эти вот либералы гребаные, да, которые простили всех этих КГБшников, НКВДшников. Типа, ой, мы будем выше их, да, такие ходят. Придурки они просто, из-за них вот этот вот Путин смог появиться.
Если бы они иллюстрацию провели, тогда суд КПСС провели, все это довели бы до конца, сейчас бы ни хрена не было бы. Ну и, возможно, вот эта вот федерализация бы, да, так называемая, состоялась. Но с другой стороны, я понимаю, что эта империя, она просто не может больше существовать. Все, ей конец. Поэтому все. Был шанс у России, русского народа, но они им не воспользовались, они испугались, и все. И к власти опять пришли те же кровопийцы. Тем угнетеннее и обиженнее народ, тем более он будет жесток к другим этносам. Ну да. Если корову громом убило, причем здесь буряты. Либералы строят демократию для русских. Та Артумен был Мухдекасу. Не, я не могу на этом прочитать. На монгольский это, по-моему. Спящие народы либо исчезают, либо просыпаются рабами. Да, согласен полностью. За ночь идут, думаю, сейчас сходить, попить кофе, что ли, успокоиться. Здесь недорогой кофе есть, местечко знаю. Да и вообще ехать надо было. Еще вечером на Республике, кстати, меня сегодня Аян БНД позвал на стрим, как раз проговорить про Геннадия. Наверное, смотрел мой стрим, где я ему предлагал всю эту ЧВК создать. Ну, посмотрим, я сегодня у него спрошу. Правильно сказал, от них не было покаяния в насильственной колонизации коренных народов, в убийствах наших предков. Наоборот, историю переписали в свою пользу, поэтому несчастлив. Нет, и несчастлив. Ну да, согласен. Путлиру хогу. Одолмуднувы. Ну, мне кажется... Да хрен его знает, честно говоря. Может быть и так. Что-то говорят, что этот генерал СВР типа не врет. Вот вообще тоже понятия не имею. Ну пока, видите, война не заканчивается, там передела власти пока нет. Но все равно все к этому идет. Пусть русские живут в своей стране, почему им нужно что-то от других. Да. Либералы хотят русских обелить. Амди Кремлин шутхер. Видите, просто странно то, что, ладно, пока не говорили, он там болеет и так далее, но, по крайней мере, жив. А сейчас они вот так вот заявили, типа, умер, да? То есть уже здесь же потом заднюю ты никак не дашь. То есть потеряешь всю свою аудиторию, уважение вообще людей. То есть они ставки подняли максимально, все, типа, он помер, то есть сейчас будут какие-то перемены. Вот это вот интересно, зачем им именно такой вброс, после которого, ну, получается... Ну все, выше поднять ставку уже некуда. Ну единственное может быть то, что, не знаю, это про ядерное оружие, да, хотя про него тоже. Игорь ЧВК ХЖ Адакы Эйренхом. Эйрен что значит? Который пути системы бессмертный. Все грехи на бурят хотят писать. Уже не спешут, потому что наш там воюет за Украину. Молодец, парень. Ну, видите, в какой-то степени я вот единственное не хочу гражданской войны между бурятами, к чему Путин нас привел. То есть с той стороны, да, будут ветераны, с этой. Как бы, причем вообще война-то вообще полностью не бурятская. В идеале, конечно, было бы хорошо, если бы все эти солдаты в какой-то третьей стране оказались, чтобы готовиться к независимости Бурятии. Потому что без силовиков тоже все равно не обойдешься. Но правильных силовиков. А так вообще какая-то левая страна, и с двух сторон воюют буряты. Ну как? Ну, у нас вообще же ничего нету общего ни с украинцами, ни с русскими, да? Ну пускай бы они между собой воевали. Ну при чем здесь мы вообще? Я вот это не понимаю. Ладно, кто-то, если там добровольцем захотел поехать, да, ну типа там ЧВК какой-то. Ну хотя так и получается с одной стороны. Они же за бабки там дают. Ну как ни крути. Ну, имея в виду, если там с какой-то третьей стороны приезжают ЧВКшники какие-нибудь, да, ну, как бы это же не значит, что участвует эта страна. Трус. Его. Болит Таян Бэхэхум. Ну, посмотрим, что. Сейчас у него вот шанс есть реализоваться. Ну, однозначно, очень человек начитанный. Много чего знает. Я думаю, у него умения хорошие есть.
Посмотрим, что. По крайней мере, он за независимость выступает. И это, ну как, 50 на 50, да? Амжилт Хусие, good luck, береги себя, желаю тебе здоровья, благополучия. Байрла. За худут уже тайм минут эфир совайна. За Япхам Хада. За худут. Что, еще есть какой-то комментарий? Кто финансирует Аяна? Аяна финансирует Аян, потому что он работает на вышках. Мангадут Орос Унртем Хэху. Ладно, давайте до оскорблений не будем скатываться. Ява, Байерте. Монголию планируешь? Ну, Монголию вообще... Монголию вообще, конечно, хочется в будущем почаще ездить. Ну, тем более у нас кого там недалеко же до Монголии ехать. Южная Корея примет такие какие-то меры к РФ за контакты с КНДР. Не знаю пока. Азия тут загадочная страна своя, непонятно. Беега множеела, забарла. За нахудут. Би япхам хада. Нығы айғы кофе уғат тегет. Нығы хунте улзат хаурылдот. За Япхам хада. КЗ стрим ондо. 9 часов по Улан-Удэ, получается, мы запустим. На республике, Республика Бурятия канал. Я вас рынка КЗ. Ну ладно, мухудот. За байрла. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Зе. Дахин улзатра, байрте.